Привет, ребята! С вами передача «Новости за школьной партой». И мы ее ведущие Роман Константинов и Гузель Хамидулова. В этом выпуске мы расскажем о школьной жизни и не только. Рома, как ты думаешь, без какого праздника трудно себе представить начало весны? Разумеется, без 8 марта, ведь этот праздник доброты, тепла и любви. Совершенно верно. Его отмечают во всем мире и поздравляют милых женщин просто за то, что они есть. По этому поводу в 5-й школе ребята подготовили праздничный вечер. Предлагаю посмотреть сюжет. Концерт, посвященный празднику 8 марта, проходил по-весеннему тепло. Выступающих было очень много. Ребята отнеслись к подготовке праздника максимально ответственно. Участники приготовили разнообразные музыкальные и танцевальные номера. Веселье дарили в первую очередь учителям. Седьмой В исполнил танец Элвиса Пресли, и нам кажется, что у них получилось замечательно. Я тоже приняла участие в этом мероприятии. Пела песню про бабушку, но не одна, а с одноклассником. Бабушка, 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 не спите, оладушки, оладушки, горячие и вкусные с малиной и вишнею, с малиною и вишнею. Со сцены можно было увидеть все радостные и счастливые улыбки учителей, ведь в повседневной работе им так не хватает отдыха. Нам удалось пообщаться с участниками и узнать, что они знают о празднике 8 марта и как его отмечают. Почему 8 марта отмечается именно весной? Мне кажется, он отмечается весной, потому что как раз-таки все расцветает, все становится красивым. И в этот момент появляются новые цветочки, которые можно подарить замечательным дамам. А как ты думаешь, какой самый лучший подарок будет для мамы? Для мамы самым лучшим подарком, скорее всего, это будет опять-таки цветы, потому что мама это, во-первых, женщина, а женщинам всем нравятся цветы, многим. А маму можно любить только 8 марта или каждый день? Мне кажется, что маму любить нужно каждый день. Праздник – это праздник, он пройдет. А мама, она дала нам жизнь, она наше все, и ее нужно любить всегда. Слушай, а какой подарок, ты думаешь, лучше, покупной или сделанный своими руками? Я думаю, что подарок, сделанный своими руками, намного лучше, так как он сделан от чистого сердца. И подарок, который ты купишь, в нем не будет никакой ценности. И еще один вопрос. Что ты сделал маме на 8 марта? Своей маме на 8 марта я сделал сопредельный подарок и купил цветы. А над землей кружат ветра потерь, разгул горит и зла, нет числа, им нет числа, сквозят из всех щелей.
А сейчас наступило время рубрики «Своими руками». В очередной раз у нас в гостях Марина. Она покажет, как быстро сделать украшение. Все, наверное, знают, что в папиных инструментах можно найти много интересного. Так и с гайкой можно сделать интересные вещи. Нам кажется, что это очень интересно. Давайте смотреть. Марина, что нам понадобится для браслета? Нам понадобится 15-20 гаек, 3 шнурка. Они могут быть разного цвета или одного. Сегодня я приготовила такие вот резиночки. Я взяла 2 серенькие и 1 розовую. Гайки, их можно попросить у папы или купить в магазине для инструментов. Что мы будем делать дальше? 3 шнурка связываем вместе и плетем обыкновенную трехрядную косичку. Какой длины плести косичку, вы решаете сами, смотря какое запястье. Часть косички, которая будет с гайками, это центр браслета. Гузель, тут понадобится твоя помощь. Придержи, пожалуйста, шнурки. Хорошо. Начинаем вплетать гайки. Нанизываем по одной гайке на каждый крайний шнурок. Когда все гайки вплетены, продолжаем обычную косичку. На конце завяжем узелок. Таким образом продолжаем плести обычную косичку, только по бокам приплетаем гайки. Когда все гайки вплетены, продолжаем обычную косичку. На конце завяжем узелок. Гузель, давай себе примерим такой браслетик. О, давай. Лишнее отрезаем. Ребята, браслет мне очень понравился. И заметьте, на его изготовление всего лишь ушло 5 минут. Марина, спасибо тебе за оригинальную идею. Пожалуйста. К сожалению, время нашего выпуска подходит к концу. Но мы хотим напомнить, что до конца 3-й четверти осталось немного, и нужно постараться и заработать как можно больше 5. Увидимся совсем скоро. Пока, ребята!